Салам алейкум! Всем привет! Снимаем очередную серию о кругосветном путешествии «Мы таджики 5», о том, как один смелый таджик решился проехать вокруг земного шара. Как всегда, в нашей импровизированной студии, это наш гараж, мотогараж, собираются уникальные люди. Сегодня у нас гости очень интересные, разрешите мне их представить. Это Нодир Турсунзаде, человек, который побывал в 70 странах мира, таджик, который побывал на Южном полюсе, в Антарктиде. Это да, это зачетно. У него много всяких регалий, я не буду их перечислять, а то у нас рамки фильма кончатся. Виталий Хининзон, я думаю, в представлении он не нуждается, но все равно я скажу о нем. Это интересный человек, путешественник, который побывал примерно в 50 странах мира, который взошел на многие вершины мира, в том числе 3 симметричных Таджикистана. Ну и плюс тот самый, вы знаете, это было совершенно недавно, та самая знаменитая вершина, распиаренная вершина, скажем так, во всем мире, это Эверест. Да, это он и есть. Так что я рад, спасибо вам, я очень горд, что вы посетили меня, посетили наш фильм. И я понимаю, что я попал в какую-то демонстрацию, то есть вот сейчас они сцепятся, а я посередине, я там красный свет, я на газ, ноги, вау, уехал оттуда. Вот вопрос до сих пор для меня актуален. А что вы скажете по этому поводу? А я скажу следующее, если говорим об этом вопросе. Здесь один дубль, тебе на входе сразу сказали. Они когда видят наш паспорт, они географию же хуже нас знают, поэтому они начинают там что-то... То есть вот я вспоминаю вот эти вопросы, которые возникают, поэтому Фарходу надо поставить отдельный памятник только за визы. Никаких моментов не было. Монтаж. Это было шоком для меня. Я въехал в еврозону. Что тебя дальше ждет, ты хоть знаешь? И вот эти моменты, все было в граффити. Я попал в какой-то, я не знаю, в гетто что ли какой-то. Я думал, где я, что я. Если мы были в Румынии, то как у нас с графом-то дела? Я не помню. Слава богу, у меня всегда был с собой мегафон, у меня всегда была с собой связь, мегафон. Спасибо. Что за компания? Не слышал. Мегафон. А я слышал. У меня было 2 рюкзака, сзади впереди. Я держал 2 камеры рукой, у меня был телефон, и вот взгляды шел и думал, кто же нападет, кто же меня отнимет, хулиганье. Среди нас есть человек, который с горами на «ты». Это Виталий Хининзон, который был, ой-ой-ой, даже на самом Эвересте. Первый таджикистанец, который был на вершине Эвереста. Дядя Виталий, пару слов. Я не могу просто, эта тема для меня, я мечтал об Эвересте, на самом деле. Сакрально, я мечтал. Дядя Виталий, пару слов. Я скажу так, горы – это особая атмосфера, это особая планета, это особая природа. Это не просто географическое понятие, такая-то высота или такая-то какая-то вершина. Это отдельная философия, это отдельная суть жизни, это отдельное восприятие, это отдельная эстетика, это отдельная жизнь. И я не буду скрывать, мне очень повезло в жизни, что... Но это случилось само собой, что большую часть, значительную часть жизни я провел в горах, потому что горы очищают, они настраивают, они как бы создают такой непонятно какой-то тренд, что-то сотворять, что-то производить и самое главное делать добро людям. Я очень надеюсь, что вот люди, которые ходят в горы, им само собой появляется такой-то тренд, такое течение. Я хотел все-таки вас перебить, потому что в отличие, так сказать, от вот этих распространенных рассуждений, вы первый, кто зашел на Эверест из наших таджикистанцев. Первый и единственный. Пока. И, наверное, вам задавали миллион вопросов, но что вы чувствовали вот там наверху, какая была, даже не так, первая мысль, когда вы зашли туда, когда у вас не хватает кислорода, когда вам плохо, когда вам холодно, когда вы открываете флаг Таджикистана, либо пьете чай, вот первая мысль вразумительная там на вершине. Скажите мне, пожалуйста. Во-первых, я хочу сказать, что это случилось у меня в жизни. Может быть, это будет не очень скромно, но само собой. Я к этому эпизоду в жизни шел долгое время. То есть, прежде чем задуматься в Эвересте, было достаточно вершин в Таджикистане, достаточно большое количество перевалов. А когда уже
произошла некоторая подготовка предварительная и пошла мысль, то я подумал, что я решил, что я уже готов. Тогда уже созрело это решение. А когда созревается решение, оно само собой проходит мысль, что ради чего ты это делаешь. Мне, конечно, было очень важно, чтобы флаг Таджикистана оказался на Эвересте, но не буду стесняться, что главный мой посыл – это создать пример для молодого поколения, чтобы люди к чему-то стремились, что-то совершали, чего-то достигали и стремились к жизни. И я очень рад, что мне судьба, это не потому, что какие-то комплименты, а потому что это факты жизни, что есть близкая дружба и знакомство и с Фарходом, и с вами, Надир, потому что это определенный тренд обществу. Надо стремиться, надо достигать и никогда не останавливаться. То есть у нас есть ценности, которые да, именно так. не связаны с деньгами, не связаны с престижем, а связаны только с такими вещами, которые, ну, наверное, для общечеловеческих. Да, они должны побуждать людей куда-то двигаться. С этим я согласен. Вот и все. Все очень сложно и легко одновременно. Акинадир, вы первый таджикистанец? Нет, не первый. Не первый. На самом деле не первый. Из Таджикистана были люди в Антарктиде и Антарктике, но да, мне повезло быть, наверное, в тех уголках Антарктики, которые не был, так сказать, представлен другими таджикскими путешественниками. У нас есть очень известный ученый, профессор Каюмов, который провел зимовку в Антарктиде. То есть это совершенно другое. Это научная прикладная экспедиция. Мои экспедиции, они немножко другие, но тем не менее. Вот. У меня было 3 поездки в Антарктику, субантарктику. Это первая в 2011 году Южно-Аркнейские острова. В 2014 году это остров Амстердам. Это не так, чтобы Антарктика, но субантарктическая зона, которая находится в Индийском океане. И в 2018 году была экспедиция на остров Буве. Почти никто о нем не слышал, но это такой остров в очень непосещаемом месте другими экспедициями, кораблями. Вот, не очень удачная экспедиция, мы, может быть, об этом когда-то поговорим. Но, тем не менее, вот этот опыт антарктический, будучи на кораблях, то есть я в море провел достаточно много времени в антарктических водах, поэтому очень много впечатлений, очень много фотографий, очень много всяких приключений, но фильм не про меня. Логистика. Как попасть туда? Как попасть в Антарктиду? В Антарктиду можно попасть с любого континента, который туда подходит. То есть Южная Америка. Первая моя поездка была через Аргентину. Есть такой город Ушуая. Мы, кстати, с вами в наших беседах говорили, это самый южный город на Земле, Ушуая. От него до Антарктиды через пролив Дрейка это всего 1000 километров. Всего-то? Всего. Но по морю. Это не на машине. Пролив Дрейка – это самые штормовые воды на Земле. И в древности, когда кто-то проходил пролив Дрейка на вот этих парусных судах, ему, типа героя Советского Союза, давали серьгу, серебряную серьгу. То есть человек, который прошел Дрейк, это настолько штормовые волны, в смысле воды, что ему давали серьгу. То есть это был знак отличия. То есть от Ушуаи через пролив Дрейка первая экспедиция была. Вторая экспедиция, мы выходили из города Перт в Австралии. Надо было, не очень штормовое, это как бы субантарктика. Когда ты не заходишь в 40-е широты, там трясет не так. А вот третья экспедиция, она была действительно серьезная. Мы уходили из той же зоны из Южной Америки через близкий к Ушуае город, называется чилийский Пунта-Аренас. Там просто дешевле по обслуживанию судов. Мы оттуда вышли через Магелланов пролив. Мы вышли в открытое море под Фолклендами и ушли, значит, в сторону Антарктиды. Вот там, конечно, мы получили все удовольствие от морских круизов по Антарктиде, то есть и волны 10-15 метров, и вот эти все качки, и все вот эти приключения, это интересно, это надо, наверное, попробовать, но когда это, скажем, долго, потому что вот вы сказали 3-4 дня в стране, а когда ты идешь на корабле
на судне, идешь 10-15 дней в одну сторону, это достаточно утомительно, особенно тем, кто не переносит морскую болезнь. А когда ты месяц вот в этих бушующих волнах, это немножко другое. Но это опять же другая история. Как если считаю себя бюджетным путешественником, то я чаще всего время провожу в кемпингах, ну или сплю в машине на стоянках. Хотелось бы узнать, выехал из Турции, что дальше? Ах, да, Турция, конечно, осталась в сердце очень хорошо, потому что это было теплое путешествие, потому что оно было семейное, со мной путешествовала вся семья. Но все рано или поздно заканчивается, и после того, как я отправил свою семью домой, то есть жена и дети улетели домой, впереди у меня была Греция, впереди у меня был вообще весь мир. И вот здесь настоящее путешествие началось. Именно с первой страны, с Греции, началось мое одиночное путешествие вокруг земного шара. Всем привет! Привет с путешествия MotoGP 5. Что сказать? 1 июля, а это значит, что я где? Я в Греции. Я въехал в Грецию, друзья. Только что проехал границу. Что сказать про Турцию? Хочу пару слов сказать про Турцию. Путешествовал по Турции, не знаю, ну где-то дней 10-11 с семьей. Семья, к сожалению, улетела домой, и вот приходится ехать одному. Соскучился по шуму, по гамму, но еду в тишине. Ну, что теперь делать? Надо ехать дальше. Вот, Турция, великолепная страна. Вообще, 5 баллов для того, чтобы путешествовать там. Ворота раскрыты для всех, для гостей, для туристов. Причем и прилетающих, и отдыхающих в гостиницах, где все включено. Ну и как я, ездишь, я не знаю, мне больше нравится ездить и раскрывать страны километр за километром. Пару слов о Турции. Гостеприимство нигде лишнего слова не скажешь, везде улыбаются, везде хуш келепсис. Вообще турки это чок гузаль. Великолепная страна, 5 баллов Турции. Про Грецию сказать пока ничего не могу. Границу Турции прошел за 3 минуты. Греция где-то час. Заставили понервничать, вертели паспорт, крутили, особо досматривали, собака лазила, что только не вытворяли с машиной, со всем моим оборудованием, с вещами. Фух, перенервничал. Но пропустили, еду по Греции, улыбаюсь, пока пейзаж ничем не радует, такой же вроде как и там, но вывески поменялись, названия поменялись, не хватает музыки Сертаки. Вот, буду смотреть по Грецию. По Греции у меня примерно дней 7-8, может быть 9. Хочу посетить очень правильные места, посмотреть именно древнегреческую историю. Вот, ну и потом буду двигаться дальше. Дальше у нас Болгария, Румыния, Молдова, Беларусь, Украина, Москва-Сити, Never Sleeps. Вот такие пироги. Так что планов куча. Турция, прощай или до свидания. Очень удивила. Великолепная страна, мне очень нравится. Греция, здравствуй. Посмотрим, из чего ты создана. По пути сразу возле границы сделал виньетку. Это документ, скажем так, это плата за твои дороги. Там нет шлагбаумов, ты сразу платишь вперед за твои дороги, которые ты проезжаешь. И рванул в ближайший город. Город назывался у нас Пелла. Пелла — это городок, в котором родился кто? Александр Македонский. Вот, я переночевал недалеко от города. Хочу поделиться на будущее автомотопутешественником. Как если считаю себя бюджетным путешественником, то я чаще всего время провожу в кемпингах, ну или сплю в машине на стоянках. Но об этом история умалчивает. Что такое кемпинг в Греции? Ну, процентов 80 он должен находиться на берегу озера или моря. В данном случае это море. Вот. Вот его вход. Вот сюда. И сейчас пойдем внутрь. Все зелено, все ухожено. Пальмы, шмальмы. Погнали! Кемпинги в Турции отличаются от кемпингов в Греции. Ну, во-первых, ценой, и во-вторых, маленькими нюансами. Например, вот чисто типичный греческий. У каждого есть своя зона, огороженная камешками, с буковкой. Маленький ресторанчик, кафешка, магазинчик.
Но цены в кемпингах, как обычно, втрое раз дороже, чем в магазине. То есть я уже опытный, я проезжаю сначала в магазин, закупаюсь там, а потом приезжаю на кемпинг. Вот. Небольшой ресепшн. Да, и пошли секции. Вон, видите, буковки? А, Б, С. И вот такие маленькие вот, как бы гаражики. То есть место для машины или место для палатки или для кемпера. Вот примерно так. Зелено, ухожено, пострижено. Красота. От моря ровно 10 метров. А вот и я. Вот моя секция С. Я просто знаю уже, как тормозиться. Выбираю сразу возле кухни, потому что там есть вода и там есть электричество. И тут же возле душа. Ну и туалета, чтобы далеко не бегать. Так что вот так. Мусорные баки. Везде подсвечено. Красота. Вот такие вот кемпинги. Стоят они примерно 10 евро. Но если будешь ставить палатку, еще заплатишь еще 2 или 3 евро сверх. Так как я сплю в машине, у меня расчет 10 евро. Вот, готовишь себе сам. Ну, примерно как-то так. Жить можно. И утром уже зашел, думал, сейчас я увижу воочию Александра Македонского. Вот оно, вот он, знаменитый человек. Захожу, там маленький музейчик, мало людей, совсем не на что посмотреть. Какие-то руины, развалины, домик, где он родился. То есть меня такое разочарование постигло, как это величайший полководец, завоевавший полмира, скажем так, сильнейший человек. И как-то все грустно, скромненько. Это был такой звоночек, я думал, ну, наверное, что-то не то, может, я увижу что-то дальше. Хорошо, развернулся, поехал в Салоники. Салоники — это второй по величине городок Греции. Он был на пути, думаю, ну, хоть узнаю, что такое Салоники. И вот тут было самое интересное. Я вот еду, въезжаю в город, и вот творится что-то не то. Я смотрю налево, смотрю направо. Серые здания. Все магазины на первых этажах, они все зарешетчатые. И все покрыты шторами железными. То есть, чтобы что-то купить, ты должен в решетку протянуть деньги, там тебе там дают сникерсы, не знаю, что-нибудь. Это было шоком для меня. Я въехал в еврозону, и вот эти моменты, все было в граффити. Я попал в какую-то, я не знаю, ну, в гетто, что ли, какой-то. Я думал, где я, что я. И вот так еду, смотрю, глаза вот так, въезжаю в центр города, стою на сафоре, и что-то в навигаторе отвлекся, смотрю налево, стоит народ. Думаю, что такое? Стою, смотрю направо, стоят полицейские с щитами и бьют по щитам. Бам-бам, стеклянные щиты. И спартанцы. И я понимаю, что я попал в какую-то демонстрацию. То есть вот сейчас они сцепятся, а я посередине, я там красный свет, я на газ, ноги, вау, уехал оттуда, сзади они сцепились, то есть там какая-то демонстрация происходила, они сцепились, там пошли уже драки, я думал, что творится в Греции, у меня глаз, я из Салоников в ноги, думаю, да что такое, очнулся, когда я уже выехал из города, думаю, что происходит, что с Грецией такое? Это был шок от еврозоны. Утро у меня начинается очень-очень интересно, а главное бодро. Вот, после вчерашнего неудачного путешествия по Салоникам, я отписался уже, почитайте. Ну, не впечатлил меня город. Может быть, это мое первое впечатление, может быть, я не прав. Ну, чисто постсоветский городок эпохи развала Советского Союза. Ну, возможно, я и ошибаюсь, но мне не понравилось, я оттуда смылся. Вот, не помогли ни достопримечательности, ни археологические раскопки, ничего не помогло. Не понравилось. Ладно, вот, утром уже побывал в маленьком городке Пелла, где родился Александр Македонский. Ну, его во всем мире знают как Александр the Great. Это у нас почему-то он называется Александр Македонский. Ну, как бы ни было. Вот, побывал в музее, пошатался по развалинам, то, что осталось от дворцов и храмов. Вот, посмотрел на всякие антикварные кувшины, памятники.
сбруи, одежду и т.д. и т.п. Вот, ну, музей музеем, здорово, молодцы, интересно. Но чуть ждал большего от городка, где родился один из великих воеводов мира. Ну да ладно. Вот, сейчас направляюсь в интересное место, называется Метеоры. Слышал и видел о них от многих путешественников, которые путешествовали вокруг света или по Греции. Это кельи или монастыри, которые находятся очень-очень высоко в скалах. И забраться туда нужно, ну я не знаю, сейчас для туристов, конечно, сделали ступеньки и все остальное, но раньше это было невозможно. Там забирались люди по специальным люлькам, которые спускали там, на канатах, на тросах. То есть монахи жили уединенными там наверху. И это очень интересное место, такая интересная достопримечательность Греции. Вот, очень хочется ее видеть. Так, вот вы какие метеоры. Зрелище потрясающее. Монастыри построены на скалах, а подняться по ним можно только вон по тем тросам, ну или не знаю как. Высота впечатляет. Такая нехилая. Итак, всего 3 евро. И вот я оказался внутри того самого знаменитого монастыря Метеоры, который находится на большущей скале. Для туристов вы видели ступеньки прорублены, но раньше ступенек не было. Вот, и сюда поднимали весь этот сырой материал, ну и продукты, питание по специальным люлькам, тросам, опущенным вниз. Потому что высота такая, ох, какая, не знаю, метров 100, наверное. Высоченно. Скажи, пожалуйста, вот когда ты въезжаешь в новую страну, да, то есть мы, например, в Таджикистане все дороги знаем, у нас 2 дороги, мы их знаем. Вот ты въехал в Грецию, как ты планируешь маршрут, как ты двигаешься, у тебя есть GPS, у тебя есть карта, у тебя есть какие-то, ну, не знаю, наметки, как ты готовишься к поездке, потому что любая страна – это же исследовательский момент, ты должен подготовиться к ней, потому что у тебя ограниченное время, ты знаешь, что ты не можешь там быть, например, месяц. Вот как ты именно к этой стране готовишься? Потому что вот как бы мои поездки, ну, они другие совершенно, потому что я лечу, и у меня, ну, узкий, так сказать, круг исследования, и я готовлюсь, и у меня там что-то получается. А вот как ты? Потому что у тебя же страна за страной. Когда ты успеваешь готовиться, когда ты успеваешь маршрут себе прокладывать, как ты выполняешь? Вот это мне темное вообще какое-то. Да здравствует интернет. Что я делаю? Когда я въезжаю в страну, первым делом я ищу, конечно, интернет. То есть, слава богу, у меня всегда был с собой мегафон, у меня всегда была с собой связь, мегафон. Что за компания? Не слышал. Мегафон. Я слышал. Вот, то есть у меня всегда с собой 2 сим-карты. Одна мегафонская, мегафон очень сильно меня поддержал в пути. Вот, всегда у меня была связь с домом, то есть всегда были WhatsApp, Telegram и все остальное. Но и всегда я покупал местную сим-карту, чтобы у меня не было ограничений вообще в связи, в интернете, в трафике. И, естественно, когда у тебя есть интернет, ты начинаешь смотреть, ага, то есть хочешь не хочешь, о какой-то стране ты уже что-то знаешь. То есть у нас, слава богу, я вырос в Советском Союзе, и нам давали хорошее образование, по географии у меня была там 5, я знал, что примерно смотреть в стране. Но все равно я заходил в интернет и смотрел самые лучшие достопримечательности этой страны, что посмотреть. Естественно, потом, видя, где это все находится, я выстраивал свой маршрут, видя о том, сколько времени у меня есть и сколько это займет. И самые интересные и вкусные места я ехал и смотрел. Заранее ты не делал, ты делал уже, ну, Въезжая в страну, какие-то мелкие развороты ты делал уже по стране. уже в Вот это стране. интересно. Да, по навигаторам у меня сначала был большой навигатор с собой, я использовал Garmin, но потом тихо-тихо, я уже, по-моему, на 5-й или на 6-й стране я понял, что
время этих больших навигаторов ушло. Сейчас, если у тебя есть интернет, если ты берешь сим-карту этой страны, скажем так, то онлайн-навигатор в телефоне, который обновляется каждые 2-3 минуты, он тебя приведет куда угодно. А в навигаторах ты должен заранее скачать карту, закачать ее на навигатор. Она может старая, может там уже дорог этих нет, может поворотов нет. То есть это такой геморрой. Вот так я весь мир, в принципе, и проехал по телефонным навигаторам онлайнским. И я думаю, что я не потерялся, раз вернулся домой. Вот так и планирую. У меня другой вопрос в этом смысле. Мне понятно, что многие интересные места обозначены, и их легко найти. А как работает логистика, когда ты ведь на машине, тебе надо где-то остановиться, где-то попасть вовремя на паром, они ведь не каждые 3 минуты ходят, где-то вовремя не опоздать на какую-то там, я не знаю, встречу и так далее. Вот это было легко или это... Это было очень сложно, потому что я возвращаюсь в подготовке к путешествию, я полгода готовился. То есть полгода, 6 месяцев у меня ушла готовка к путешествию. Я изучал интернет, я примерно проложил свою дорогу, у меня была логистика по странам, по городам, и я изучал каждый момент, изучал опыт других путешественников, как они проходили, как проезжали, где останавливались, где переправляли машину, где паром, сколько раз он ходит, звонил туда. То есть у меня были кипы документов с собой по каждой стране, где я уже знал примерно, что меня ждет. То есть я подготовился. На самом деле я это могу подтвердить, потому что еще до путешествия мы с Фарходом познакомились, и там встречались, и как бы он спрашивал советы, ну, немножко по Африке, потому что у меня опыта мало, но по Южной Америке мы говорили достаточно и мы прокладывали маршруты, смотрели, потому что один из главных вопросов наших таджикских путешественников с таджикским паспортом, как мы, у нас других паспортов нет, как с таджикским паспортом проехать по всем этим визовым странам. То есть это совершенно колоссальный, сложный вопрос, от которого волосы стоят дыбом. И я получаю визы вот какие-то, знаю, с чем я столкнулся, а Фарход, когда вот по всем этим, так сказать, закоулкам ездил, и вот ему надо было получать визу, иначе его путешествие прервется, это, наверное, надо снять 3 серии отдельно про визы. Да, потому что это совершенно вопрос, он может быть не такой интересный, но с точки зрения путешественника он настолько сложный, и само путешествие, бензин, там какие-то проблемы, которые ты встречаешься во время путешествия, они уходят на второй план. Вот именно для таджикского путешественника, потому что визы у нас всего сколько? 50 стран, да, куда мы можем ехать без визы. А потом начинаются визы. И вот эти визы, они настолько сложные, настолько они вот настолько как бы витиеватые, скажем так, потому что не все страны их правильно дают, неправильное слово, не все страны их дают сразу, не все страны, они когда видят наш паспорт, они географию же хуже нас знают, поэтому они начинают там что-то, то есть вот я вспоминаю вот эти вопросы, которые возникают, поэтому Фарходу надо поставить отдельный памятник только за визы. Нет, в виде визы, да, такое? Да. Вот, поэтому я думаю, что это без шуток, это таджикский паспорт Фарход поднял очень высоко. Я предлагаю все страны, которые ты проехал, чтобы без виз нам объявили. Ну, дай бог, на самом деле визы, это была моя боль. Это боль, которая, вот сейчас бы еще это все пройти, нет, у меня не будет ни сил, ни энергии это все пробиваться, потому что визы это кошмар. Дальше хер его знает что! Ну, давай мясо. Что ж такое замок графа Дракулы? Ина умадем. Ду суат гзаш, ду! Ай, блин, европейцы. Блин, маршруты меняются уже в какой раз? Это начинает меня сильно расстраивать. Ну, все равно, как бы ни было, я шел как ледокол, прошел через эти бюрократические моменты, через все получения виз, кипы документов, миллион интервью и пробился. И, как видите, я это сделал. Таджикский паспорт тоже сильный, и даже с ним можно проехать вокруг земного шара. Так что дерзайте. Еще вопрос. Греция, как известно, родина демократии. Что вы можете в этом плане сказать о стране? Вы прочувствовали? Скажу вам про Грецию такую вещь интересные заметки путешественника. Как только заехал в Грецию, то есть я тут же в первую деревеньку заезжал, ну деревенька, маленький городочек, думал, сейчас я куплю себе сим-карту, сейчас я себе куплю поесть, там попить, там туда-сюда, местная еда. Заезжаю в первый магазин закрыт, заезжаю в второй магазин закрыт, заезжаю в 50-й магазин, все закрыто. Я еду по городу, кручусь, ни кафе, ни магазин, ничто не работает. А это середина дня, я не понимаю, что творится. Стучусь, никто не приходит, город пустой, вымерший. Я до сих пор не могу понять. Вот счастливые люди они,
или несчастливые? Вот этот вопрос такой. У них есть сиеста. На самом деле в О Греции чем я есть говорю? Это сиеста. Да. сиеста. То есть я об этом не знал. Когда уже я уже стал сильно стучаться, вышел такой сонный хозяин, говорит, ты что стучишь? Я говорю, ну мне нужно купить то, все, я клиент, обслужите меня. Он говорит, у меня сиеста, для меня клиент не важен. Приходи в 17:30, тогда я тебе продам все, что хочешь. Я говорю, как там, бизнес, не бизнес? Он говорит, мне все равно. Закрыл дверь и ушел. Да, в Европе бензин очень дорогой. Не бензин, а дизель, скажем так. Вот сейчас это самая дорогая заправка, наверное, в моей жизни. 145 литров за 194 евро. Это еще даже не полный бак. Обалдеть. Да. Цена за топливо здесь 1,5 евро примерно за 1 литр дизеля. Это еще экономный вариант. Ах, как люди ездят. С ума сойти. Я ждал до 17:30, потом тихо стали открываться кафешки, магазинчики, люди не спеша идут. Что-то говорят, люди с 12:30 до 17:30 отдыхают каждый день, у них сиеста. И вот я когда купил себе сим-карту, поел, я еду и думаю, счастливы они или несчастливые? Может у них опыт перенять этот? Или как-то вот, я не знаю, может поэтому Греция постоянно у них в дефолте, то, что она никак не развивается, потому что люди не работают. Вот вопрос до сих пор для меня актуален. А что вы скажете по этому поводу? А я скажу следующее, если говорим об этом вопросе. Я был в Греции пару раз, и в Салониках, и в Афинах, и даже на Олимпе. Интересно, меня поразило некоторые вещи про Грецию, особенно когда люди мыли мостовую с мылом. Вот. Я понимаю, что есть съезд, я понимаю, что есть много особенностей менталитета, но когда люди любят страну и выходят в область, там, где они существуют, моют швабрами с мылом, для меня это был очень такой существенный показатель. Это показатель, как они любят страну, это показатель, как они любят родину. Любят место, где живут, да? Вот это меня очень сильно поразило. Это было достаточно давно, но в памяти этот момент остался. Вот если говорить, да, это для меня это очень существенно, потому что как ты относишься к стране, как ты относишься так и страна относится к жителям. Вот Греция меня это очень сильно удивило, поразило в самом хорошем смысле слова. Вот если говорить, это может быть и бытовая мелочь, может быть и не мелочь, но она для меня носит такой некий философский оттенок, это вот такое отношение. Это уровень отношения и к стране, и к самому себе. Я думаю, что у Фархода, я перебью, я думаю, что у Фархода немножко вот этот негативный момент пошел после того, как они на таможне его предвзято просмотрели. Потому что он проехал несколько приятных стран, там было все хорошо, он только, он только расстался с семьей, и вот этот момент, да, мне кажется, что тут сыграл такой немножко психологический момент, потому что я думаю, что Греция... Плюс одиночество, только началось это. Да, то есть Греция не так плоха, как надо перепоехать, надо перепоехать. Не, я добавлю только немножко еще, Греция ведь не только состоит из Афин и Салоников, там есть совершенно великолепные острова. Острова, конечно. Я был, на островах я не был, да. но много о них хорошего слышал, кстати. Там совершенно другие люди. Крит замечательный, казалось бы, относительно небольшой остров, но как интересно устроена природа. С этой стороны, допустим, предположим, белый песок и золотые пляжи, а с противоположной стороны вулканические породы и так называемый черный песок. То есть ты купаешься чистейшем в Средиземном море, на черном песке, это нечто фантастическое, это что-то просто невообразимое. Так что не будем останавливаться. Очень трудно на машине до этих островов доехать, поэтому...